4 призовых места в 2 весовых категориях завоевали ингушские спортсмены на соревнованиях в Астрахани. Там проходило открытое первенство по гимнастике. Сотни спортсменов из 3 субъектов оспаривали пальму первенства в нескольких видах упражнений. Участвовали как опытные, так и начинающие гимнасты. Подробности в сюжете. 6 видов упражнений, более 100 участников, 3 региона и одна цель – победа. Открытое первенство Астрахани по гимнастике собрало опытных спортсменов и новичков на своей площадке. Для кого-то оно является стартом для карьерного роста, а для других – отличной возможностью оценить свои силы. Ингушская команда из 5 человек тоже не осталась в стороне. 5 представителей республики привезли с собой 2 золотые медали и 2 серебряные. Юные спортсмены Ингушетии выступали только в 2 возрастных категориях. Это 1-й и 2-й юношеские разряды. Одна возрастная категория состояла из участников 2011-2012 годов рождения, вторая – 2012 и 2013 годов рождения. Одним из победителей соревнований стал Абдул-Малик Астемиров. 8-летний мальчик занимается гимнастикой уже 4 года, имеет в копилке медали за предыдущие состязания. На открытом первенстве его таблица была заполнена 8 соперниками. Общий зачет баллов составил 56,3 из 60 возможных, а самую высокую оценку он получил в дисциплине на брусьях – 9,7 очков. Иногда у меня не получались другие снаряды, например, кольца у меня не очень получились они на соревнованиях, но все равно я смог это сделать и получил первое место. Соревнования проходили по принципу корзинки. Участники возрастной группы набирали баллы в каждой из дисциплин. Всего их было 6 – конь, махи, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина и вольные упражнения. Гимнаст корзины должен был набрать максимальный балл в каждом упражнении, после чего победа доставалась набравшему наивысшую сумму баллов. Для победы спортсмену необходимо иметь хорошие навыки в каждой дисциплине. Превозмогать усталость и боль ребята учатся с первых минут на тренировках. Порой приходится выполнять один и тот же элемент несколько раз, доводя его до эталонного. Гимнастика не только физический вид спорта, но и умственный. Спортсмен может знать все упражнения на зубок, отлично их выполнять в родном зале, но на выезде не суметь противостоять соперникам или даже собственным нервам. Тренер команды Илья Абрамов учитывает все аспекты, чтобы его подопечные показывали высокие результаты. Так скажем, мы сразу на все соревнования не бросаемся, мы сначала стараемся хорошенько подготовиться, чтобы ребята и чувствовали себя уверенно на снарядах. Значит, по каждому разряду, который мы заявляли спортсменов, мы заняли 1-е и 2-е место, а также те ребята, кто у нас в призы не попали, выполнили свои квалификационные разряды. Кто-то повысил, кто-то подтвердил. Спортивная гимнастика в Ингушетии зародилась совсем недавно, и поэтому молодые спортсмены только начинают свой путь в этом виде спорта. Многих спортсменов родители отправляют совсем юными, когда тело только на стадии формирования. Они более гибкие и выносливые, а мотивируют их на высокие достижения и выносливость супергерои из любимых комиксов. Даже в зале гимнастов для вдохновения нарисован любимый всеми детьми персонаж из мультфильма «Кунг-фу панда». Адам Гулоев, Магомед Дидигов, Новости 24.